Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются бои. Сейчас мы видим, что союзные силы вынуждены были отойти в район поселка Тучаны по направлению к городу Береслав. На этой карте примерно видно, как наступает натовская группировка войск в том направлении, и тем не менее там союзные силы с учетом численного превосходства со стороны НАТО отходят с боями. С учетом резкого увеличения градуса конфликта мы видим, что объективно на всей протяженности фронта союзным силам категорически не хватает кадров. И скорее всего, с учетом того, что уже по заявлениям Шойгу набрали около 200 тысяч уже призывников, которые имеют более-менее у себя за плечами подготовку военную, сейчас проходят боевое слаживание, то примерно через 2-3 недели все эти люди уже попадут на фронт. И поэтому в течение 2-3 недель, скорее всего, мы будем видеть, как союзные силы будут с боями отступать, нанося максимальный урон противнику при отходе. Но это касается тех направлений, которые не являются критическими и стратегически важными, потому что если вот, например, ориентироваться на эту карту, то там уже украинское наступление длится в районе месяца, там уже сожжено просто гигантское количество украинской и натовской военной техники, и тем не менее мы видим, что на этой карте вот прямо отчетливо понятно, что ВОС и ныне там, и там наступление хоть и продолжается, но в конечном итоге оно разбивается просто как о бетонную стену. Тем не менее мы видим, что пытаются в интернете развивать очередную зраду о том, что все пропало, всех бросили, всех предали и так далее. И, конечно, напирают на то, что, мол, якобы эта армия Зеленского реально принимает участие в боевых действиях, а НАТО только помогает. Для всех вот таких вот верующих в чудеса, там, в единорогов и прочую ерунду, я вот показываю вот этот фрагмент видео, где четко видно, что у украинских военных сейчас используется во всю систему управления войсками американского образца. То есть, по сути, из Пентагона напрямую управляют украинскими войсками, вернее войсками, которые под логотипом Украины выступают, хотя по факту там мы уже видим, что часть это украинцы, которых набрали по мобилизации, часть украинцев, которые присягнули служить натовским странам, которые прошли подготовку за границей, это в основном офицерский состав, высшее руководство, ну и, конечно, заграничные наемники, которые приехали в очень большом количестве в последнее время в Украину. Американская система управления войсками обусловлена тем, что на эту интерактивную карту условно выводят все самое необходимое для любого подразделения на поле боя. И таким образом в режиме реального времени со спутника и с различных самолетов-разведчиков вводится самая актуальная информация о дислокации союзных сил и по различным другим данным, то есть по всему перечню условно информации, которая потенциально может быть полезна вот условно солдату на поле боя. И поэтому с учетом использования такой системы это, конечно, колоссальное преимущество, потому что в отношении вот такой системы ведения боевых действий, то, конечно, Российская Федерация серьезно отстает от Соединенных Штатов. Тем не менее, несмотря на превосходство в различных системах вооружений, в различных системах управления войсками со стороны НАТО, мы видим, что союзные силы достаточно успешно уничтожают различную технику натовскую. И стоит отметить, что просто в масса сейчас фотографий различных с Херсонского направления, с Харьковского направления, где очень большое количество техники уничтожено. Также мы видим, что сейчас на поле боя просто очень серьезным образом показывают себя частные военные компании, например, Вагнера, которые продолжают наступление в районе поселка Пески и получают там определенные успехи, поселки под свой контроль, а также именно эта ЧВК занимается атакой в районе города Артемовск, и там тоже у них есть определенные успехи, и половина города реально сейчас находится в руках союзных сил. Ну а Лукашенко тем временем уже открыто говорит о том, что нужно проводить подготовку к мобилизации в Беларуси. И это нужно делать, как говорится, без истерик, там, шума и так далее. То есть мы видим, что по факту Беларусь, помимо того, что обладает достаточно серьезной армией, которая уже находится возле украинской границы, сейчас уже рассматривает всерьез именно мобилизационный процесс, потому что, скорее всего, с учетом планировки боевых действий на полгода, на год, на 2, мы видим, что этот параметр также может понадобиться. Именно поэтому сейчас Лукашенко обозначил вот такие критерии и параметры. Друзья, также не забывайте подписываться
подписываться на мой телеграм-канал, потому что с линии фронта приходит масса различных видео, и все это здесь я не могу публиковать на ютубе, потому что тут есть масса ограничений, а в телеграме их нет. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь. Также с учетом того, что много клонов есть сейчас в интернете моего телеграм-канала, публикую, как выглядит мой телеграм-канал, чтобы вы точно подписались туда, куда надо. Ну а тем временем мы видим, что в Совете Федерации единогласно поддержали окончательное уже принятие 4 субъектов в Российскую Федерацию. Это Луганской области, Донецкой области, Херсонской области и Запорожской. И здесь уже тоже нужно четко отметить, что это уже окончательная процедура, которая завершилась, и уже можно называть те территории практически условно завтрашнего дня уже Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями. Именно поэтому, скорее всего, в ближайшие несколько дней мы будем видеть различные заявления по этому поводу и по поводу, опять же, нахождения натовских войск, по сути, уже на российской территории. В общем, можно поздравить Зеленского, потому что это человек, который напрямую причастен к тому, что Украина как государство сейчас, по сути, потеряла очень серьезную часть территорий. И, конечно, сейчас Украина еще и заливается дополнительно кровью славянских народов во благо непонятно кого. И это, конечно, личная и прямая заслуга как Зеленского, так и всей его команды. Учитывая происходящее, Зеленский уже давным-давно для себя определился, где у него родина. И это страны НАТО, потому что он предал украинский народ и поставил интересы стран НАТО на первое место, а интересы украинского народа вообще на там 10-е или 100-е. И поэтому мы наблюдаем сейчас просто бойню на нашей земле. И, конечно, офис Зеленского уже отреагировал на вот такое вхождение в состав Российской Федерации 4 новых субъектов. И уже мы видим заявление целого СНБО о том, что с Путиным никто никогда вообще договариваться о мирных каких-то переговорах не будет теперь. И с точки зрения дипломатии для Российской Федерации такие заявления просто как мана небесная, потому что они прямо свидетельствуют о том, что ни о каком мире со стороны Зеленского не может идти вообще речи, потому что он банально отказывается от всех вот этих мирных урегулирований. Поэтому любая страна, которая будет хоть как-то взаимодействовать с Россией в плане там либо экономической поддержки, либо военной, то эта страна уже может апеллировать к заявлениям Зеленского с учетом того, что он сам отказался от каких-либо мирных переговоров и решил продолжить войну. Причем, по иронии судьбы, на фоне отказа полного Зеленского от каких-либо мирных переговоров, мы видели, что западные страны и международный олигархат, у них есть, знаете, хорошее чувство юмора. И на этом фоне они решили нарядить Зеленского Нобелевской премией мира. И вот уже западная пресса кричит о том, что Зеленский это чуть ли не самый главный номинант на эту премию. И здесь я думаю, что просто прям по Оруэллу это война, это мир, ну и дальше по списку. Но тем временем мы видим на фоне всего этого заявление Илона Маска, который не обсудил разве что ленивый. И уже напрямую, практически открытым текстом, Илон Маск заявил, что по сути победить Российскую Федерацию Украина не сможет, потому что украинцы закончатся. И математически он пришел к этому выводу. Ну и для того, чтобы избежать многомиллионные жертвы, Илон Маск, естественно, предложил свое видение мирного урегулирования конфликта, чтобы Крым остался российским, ну а дальше, чтобы были проведены референдумы на тех территориях, которые контролируют российские войска и союзные силы. Беда в том, что Илон Маск может не в курсе, может просто в американских СМИ молчат на тему того, что там референдум-то уже прошел, и люди уже проголосовали, и уже решили все-таки с какой страной они хотят быть. Либо с Украиной Зеленского при НАТО, либо все-таки с Российской Федерацией. И если бы Маск был в курсе, то он бы, конечно, не плюл такую ахинею, а уже задумался над тем вопросом, а может стоит дать возможность выбрать другим областям Украины, которые сейчас находятся под натовским контролем. Потому что если вот 4 области уже проголосовали и решили, то вот если вот не дать право на самоопределение другим областям, то это будет как минимум несправедливо. Такие заявления Илона Маска, естественно, вызвали просто волну истерики и в украинском МИДе, и в офисе Зеленского, и у различных депутатов, и у различных там политиков партии войны в Украине. И, конечно, все вот эти заявления, они сейчас очень не вовремя звучат, особенно для офиса Зеленского.
Ведь нужно понимать, что Илон Маск — это говорящая голова части американских элит. И, конечно, эти американские элиты сейчас во многом задействованы в тех процессах, которые идут в Украине, и в тех процессах, которые идут в других странах мира. И мы видим, что такие заявления Маска прямо свидетельствуют о том, что в американских элитах наметился очень и очень серьезный раскол. И опять же, по иронии судьбы, мы наблюдаем, что, оказывается, против волеизъявления народа, против народовластия украинского народа выступает Зеленский, его банда, ну и, конечно же, Соединенные Штаты Америки с политиками пониженной социальной ответственностью с Европы. Получается, мы сейчас наблюдаем процесс, когда со стороны Зеленского и западных стран максимально хотят сделать все возможное, чтобы народ Украины не проявил свое право на самоопределение, не проявил волеизъявления народовластием. И таким образом Российская Федерация, мы видим, что выступает на диаметрально противоположных позициях и наоборот выступает за то, чтобы украинский народ имел право на самоопределение и имел право проголосовать, где и с кем они хотят быть. Именно поэтому сейчас мы видим в офисе президента истерику, которая переходит уже из дипломатического языка прямо на мат. Также поступают интереснейшие новости с Украины касательно того, что Евросоюз просто обязан все-таки упорядочить свои вот эти ежемесячные отчисления на поддержание украинского бюджета и на выплату зарплат солдатам Зеленского, прокуратуре, полиции и так далее. Украина требует от Евросоюза более стабильной и предсказуемой финансовой поддержки. На данный момент из обещанных 9 миллиардов евро Евросоюз предоставил Киеву только 1 миллиард. Да-да, вы не ошиблись, именно Евросоюз должен оплачивать боевые действия в Украине вместе с Соединенными Штатами Америки. Сейчас мы видим, как украинские чиновники уже просто требуют, чтобы как можно больше и регулярнее поступали платежи, потому что сейчас платежи поступают хаотическим порядком, выделяют то 500, то 600 миллионов долларов или евро, то там 1 миллиард, то 2 миллиарда, а мы видим, что украинские чиновники хотят в этом вопросе стабильности, чтобы была точная дата, на которую все украинские чиновники получают зарплату, ну и дальше платят зарплату эту там солдатам, которые в окопах сидят, там полицаям, которые защищают этих чиновников, ну и дальше по списку. Правительство просит стабильных поступлений, чтобы выполнять свои обязательства по бюджету, в том числе выплачивать зарплаты. Конечно, мы хотим более структурированного и более предсказуемого процесса от Евросоюза в плане финансирования. Это повлияет также на то, что получат ли зарплату учителя, медицинские сотрудники, военные и социальный персонал, заявила вице-президент по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Вот так вот, чтобы зарплату платить украинским военным, медикам и там учителям, нужны кредиты, которые должен Евросоюз выплачивать. Именно должен выплачивать, потому что сейчас мы видим, что главный товар у Зеленского — это по сути солдаты, которых сейчас расходуют на линии фронта в интересах, конечно же, западных стран. А тем временем уже западная пресса пришла к выводу, что российские олигархи за время боевых действий потеряли аж 93 миллиарда долларов на различных бизнес-компаниях и всего остального. И мы видим, что получается российский народ, он практически ничего не потерял, а вот российские олигархи очень жестко потеряли. И тут нужно отдать должное Владимиру Путину, потому что если посмотреть на Украину, то там все диаметрально противоположным образом. Украинский народ всегда теряет, а олигархи всегда приобретают и становятся богаче. А вот в России теперь совершенно по-другому развивается ситуация, и это, как говорится, не может не радовать. Мало того, мы видим, что российские олигархи, как Пригожин и прочие, напрямую участвуют в боевых действиях и финансируют со своих состояний и частные военные компании, ну и другие подразделения. В общем, мы видим, что в России идет серьезный процесс очищения. И не только он идет в финансовом секторе, а он идет также в культурном. Потому что уже появилась новость о том, что Пугачева со своими всеми манатками и окружением свалила с Российской Федерации, напоследок обозвав всех своих бывших фанатов холопами и рабами. Данный процесс не может не радовать, потому что сейчас вот эта вот культурная среда, она тоже сейчас будет подвержена переразделу. И туда сейчас за счет того, что вымыло всю вот эту там прозападную чепуху, будут туда заходить уже нормальные люди, которые
которые, конечно, для российского народа в плане культуры сделают гораздо больше, нежели те персонажи, которые сейчас поубегали. Но тем временем в Украине Зеленского уже подсчитали, что дефицит бюджета только за 1 сентябрь месяц составил 75 миллиардов гривен. Это, конечно, с учетом того, что выдавали сумасшедшие там кредиты и так далее, то вот не хватило условно вот этих 75 миллиардов. И эти 75 миллиардов, конечно, Зеленский просто допечатает. То есть, по сути, вымет из кармана украинского народа все вот эти деньги. Выводы делайте сами и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, потому что там всегда можно гораздо больше информации с вами поделиться, нежели здесь на ютубе, потому что тут есть масса ограничений, а на телеграме их нет. Ссылка на мой телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. До скорого.